Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумыгы дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Недавно интернет, социальной сети Башкортостана облетело обращение, которое вызвало большой общественный резонанс. Обращение было написано одной женщиной, себя она называет психологом, к Владимиру Владимировичу Путину. Это обращение до такой степени было жесткое, с одной стороны, с другой стороны, такой, крик души, что оно вышло уже даже за пределы Республики Башкортостан, и теперь его обсуждают во многих местах России, ну и даже за рубежом. И я бы хотел вместе с вами прочитать это обращение, ну и проанализировать его. Пишет это обращение, как я сказал, по профессии психолог Людмила Занина. Давайте я буду зачитывать и буду останавливаться на самых интересных местах и обсуждать вместе с вами, о чем она там говорит. Итак, обращение к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Я психолог Людмила Занина. Пишу вам от лица простых, несчастных и измученных россиян, с которыми мне приходится сталкиваться каждый день. Занимаясь благотворительностью в Башкортостане, здесь посещая родные места, в которых я родилась, выросла и состоялась как личность, я не могу спокойно молчать, видя, как гибнет мой народ. Я вынужден поставить вас в известность, если вы почему-то не в курсе. Люди находятся в отчаянном, в бедственном критическом положении. Я обращаюсь к вам от лица всех, кто приходил ко мне за помощью, страдая из-за погибших мужей и детей, пребывая в нищете и болезнях, мучаясь от отсутствия средств для решения своих проблем. Горе многих родственников, потерявших своих родных людей на полях Украины, как и на территории родной страны, не унять словом, не компенсировать никакими деньгами. Плохо всем. Уровень жизни россиян стремительно падает. Почему вы продолжаете вырождать детородное молодое мужское население? Здесь она уже дальше переходит к претензиям уже к Владимиру Путину, обвиняя его во всем. Вы обещали за 3 дня завершить необходимую операцию по освобождению своих, потому что вы своих не бросаете. А кто мы для вас? Здесь, вот смотрите, эта женщина, в дальнейшем в конце я прочитаю, что она говорила о начале этой войны в 2022 году. Сейчас же она здесь, здесь распространенное мнение большинства россиян, которые, знаете, на самом деле не были против войны, которые на самом деле всегда голосовали за Путина, поддерживали всю его политику. И вот они сейчас недовольны чем? Тем, что вы обещали за 3 дня завершить необходимую операцию. То есть, если бы Владимир Путин действительно не за 3 дня, за месяц захватил бы Украину, Киев, они бы ему все простили бы. Он бы стал бы у них лидером номер 1. Как они простили, как они радовались, когда Крым он захватил, да, без единой жертвы. Помним, да, эту спецоперацию. А что-то пошло не так. Война идет уже 5-й год, и у людей достала эта война, и они сейчас уже не могут ему простить тому, что обещали за 3 дня, а все это вылилось уже в 5-й год войны. Война идет дольше, чем Великая Отечественная война. Поэтому 41-45 года, да, мы помним. И здесь женщина скажем так, бросается обвинениями Путину, что вот ты не завершил за 3 дня операцию, хотя обещал. Дальше. Кто нас защитит и позаботится о нас? А если вы наш президент? Мы выбирали вас, мы вам доверили управление экономикой нашей страны, жизнями людей. Мы гордились теми достижениями, которые были у нас во время вашего первого и второго избирательного срока. Мы верили вам. Здесь тоже большая ошибка большинства россиян. Многие думают, что это Путин поднял Россию с колен. Вот люди при Путине зажили богато, начали получать достойную зарплату. Появилось там хорошие автомобили, и так далее. Нет, на самом деле это не Путин этому поспособствовал. Этому поспособствовали большие цены на нефть. Именно несколько лет держалась очень высокая цена на нефть. Больше там $100 за баррель. И в Россию просто хлынули большие нефтяные деньги. Плюс здесь сыграл, конечно же, рыночные реформы, которые произошли в 90-х годах, когда
Россия, советская вот эта вот экономика перешла на рыночную экономику. Плюс в Россию хлынули большие инвестиции. Люди начали, различные иностранные компании начали открывать здесь свои филиалы, магазины и так далее. Бренды появились. Вот это все подняло уровень жизни россиян. Но не Путин. Здесь Путин вообще никакой роли не сыграл. Поставь там любого табуретки на место Путина, было бы то же самое. Еще раз говорю, основную роль сыграли цены на нефть, которые очень долго стояли очень высоко. Я как психолог, она еще оказывается, потом мы узнали, что не только психолог, она еще и астролог. Вот. Я как психолог, знающий нужды простого народа, считаю своим гражданским долгом сообщить вам, Владимир Владимирович, что Башкортостан больше других республик пострадал от СВО. Народ измучился, устал. Она действительно здесь говорит правду. Башкортостан уже несколько лет подряд занимает первое место, стабильное первое место по количеству погибших в Украине. На сегодняшний момент число погибших достигает 10, практически 10 тысяч. Это официально признанных. Плюс еще добавим сюда те, которые пропали без вести, те, которые сидят в плену, те, которые уехали из Республики Башкортостан, те, которые стали инвалидами и просто уже не могут себя обеспечивать никак и живут просто на пособиях, там, без руки, без ноги, там, без всех рук и ног, без глаза и так далее. То есть люди, которые остались инвалидами, недееспособными и живут только за счет государства. Таких еще можно прибавить, наверное, десятки тысяч. Вот общая численность. Знаете ли вы, что многие деревенские женщины, оставшиеся без мужей, спиваются, а детей, героев России, расселяют в детские дома? Началась демографическая катастрофа, моральное разложение людей. Многие жены на деньги, полученные от погибших на СВО мужей, развратничают. Другие ошалели от денег убитого мужа, перестали работать и заботиться о своих детях. Народ деградирует. Понимаете ли вы весь ужас происходящих в стране бед? Здесь действительно есть такое понятие, как синдром внезапного богатства, когда на бедных людей, которые никогда не видели больших денег, вдруг неожиданно сваливаются миллионы. Миллионы. И люди просто не понимают, что с ними делать. Они начинают покупать очень дорогие вещи, они начинают ездить там по путешествиям, гулять там в кабаках, в ресторанах и так далее. Люди не знают, как управлять такими деньгами. И люди, у которых была зарплата там 10-20 тысяч, получая миллионы, действительно начинают деградировать с этими деньгами. Спиваются, разрушаются семьи. Это она действительно говорит правду. Вот те деньги, которые сейчас платятся за убитых, те деньги, которые платят СВОшникам, вернувшимся с войны, у которых контракты закончились, они действительно развращают людей и очень сильно. Осознаете ли вы весь вред, нанесенный своими решениями? Не пора ли посмотреть на последствия произошедших за эти годы событий? Вы поспособствовали тому, чтобы возник новый бизнес – замуж за участника СВО. Некоторые женщины специально выходят замуж несколько раз, чтобы отправить нового мужа на СВО и нажиться за его счет. Многие уже похоронили по третьему мужу. Люди перестали ценить супругов, детей, семью. Люди за деньги идут убивать людей и убиваются сами. Действительно, сейчас это уже целый бизнес, и мы знаем не один такой случай, и в интернете даже сами они признавались, что есть целый бизнес, когда их называют черными вдовами, когда они подыскивают себе мужика там, от какого-нибудь алкоголика, спившего там, бомжа, отмывают его, расписываются с ним официально, через своих знакомых в военкомате отправляют его на СВО, его тут же там убивают, она получает деньги, делится с военкомом, целый бизнес. Целый бизнес, действительно, люди начали на этом зарабатывать. Дальше. Мы вырождаемся как цивилизованная нация. Утрачиваем честь человека, его моральные качества. Исчезает и полностью стирается совесть людей. Я общаюсь с народом и вижу, многие уже на самом дне. Горе моего народа потрясает. Институт семьи полностью уничтожен. Дальше некуда. В северной столице, как и в Москве, люди живут лучше, и пенсии у них больше, и культура выше. Потому деградация народа у них и в других больших городах не так заметна.
Согласен тоже здесь, потому что, но я бы еще добавил, что сам Путин не хочет, чтобы москвичей забирали в таком количестве на войну. Потому что в стране, если начинаются потрясения, они начинаются со столицы. Поэтому ему очень важно, чтобы столица, Москва и Санкт-Петербург, как вторая столица России, чтобы они жили хорошо, в безопасности. Ну и, конечно же, естественно, там и зарплаты выше. Поэтому действительно в Москве и в Санкт-Петербурге намного меньше потерь. Москва, чье население практически в 3-4 раза превышает население или всей Республики Башкортостан, погибших у ней на этой войне в 3-4 раза меньше, чем в Республике Башкортостан. Вот, пожалуйста, это статистика. Однако великая страна по размеру и большое количество людей живет в регионах, в республиках, далеко от центра. Однако на ней держалась вся экономика России. На налоги из провинции жила Москва и статусная Россия. Кончается запас и сил, и ресурсов здесь, и нечего будет отправлять стране. Пока роль и здесь, и по всей стране сводится к тому, чтобы получить за него деньги 16 посмертных миллионов, если повезет, если не пропадет без вести, добра не будет никому. Вот уже дошло до того, что женщины в Бурзяне специально подставляют своих мужей, пьяными отправляют их в детский сад за детьми и в это время звонят специальному человеку в полиции, которому сообщают о месте его нахождения. Тайно передают и подставляют родного человека, отца своих детей. Таким образом, они получают шанс активизировать его на подписание контракта. Женщины хотят, чтобы их мужья за деньги убивали других людей. Что может быть ужаснее в стране, среди своего народа? Жены из Бурзяна провоцируют мужей идти навстречу с манипулирующими ими органами. Те прощают им большой штраф за нарушение порядка и возвращают водительское удостоверение взамен подписания договора на участие в СВО. Ну, если это так, я, конечно, об этом не слышал, что вот прям вот в Бурзяне, Бурзянский район это моноэтнический башкирский район, находится в глубинке Зауралья. Я не слышал такого, вот о чем пишет вот эта женщина, что жены отправляют своих мужей на войну, подставляя их. И было бы хорошо, конечно, чтобы предоставить какие-то факты, доказательства. Если я обращаюсь к башкирам, к жителям Башкортостана, если у вас в районах были такие случаи, особенно к жителям Бурзянского района, если у вас в районах ваших были такие случаи подобные, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Также прошу всех, кто смотрит это видео, поставить лайк, подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Помогите с распространением данного видео. Хотелось бы узнать, действительно ли это так. Если это так, и женщина пишет, что в Бурзянском районе действительно жены своих мужей отправляют на войну, на подписание контракта, сдают их полиции, как она пишет здесь. Это, конечно, ужасно, и это просто деградация своего народа. Я всегда считал свой народ очень достаточно сильным, духовно сильным человеком, воспитанным в традициях, в уважении к семье, к своим старшим. Ячейка семьи для башкира это святое. И когда вот происходят такие случаи, то это действительно деградация от того, что вот мы живем очень долго в этой России, которая к нам принесла вот такие ценности. Все эти войны нам приносит именно Россия. Если башкиры заражаются вот такими страшными делами, когда отправляют своих родных умирать, подставляя их, это, конечно, очень страшно и не передать никакими словами. Еще раз прошу, если у кого-то есть такие подтверждающие факты, напишите, пожалуйста, в комментариях. Матери этих мест, оставаясь вдовами, мечтают получить за убитых мужей деньги, чтобы зажить по-человечески. Это как? Женщины перестали рожать. Численность населения страны катастрофически падает. Китайцы осваивают наши территории, занимая их и наших девушек. Целые районы китайцев завелись. Идет уничтожение россиянина как вида жизни. Происходит падение нравов и полное уничтожение семейных ценностей. Как будут вести себя наши дети, вырастая на примерах родителей? Но здесь тоже я согласен, потому что все мы знаем, что не хватает мужиков сейчас, очень сильно не хватает мужских сил на работе.
И плюс та же самая русская община очень много изгнала, в принципе, достаточно близких по менталитету с людьми, которые разговаривают на русском языке, представителей из Центральной Азии, из Кавказа. Их всех повыгоняли. Сейчас вместо них завозят кого? Вообще чуждые для нашего народа, для наших народов людей, народы, которые там, ну, индусы, Бангладеш, там, пакистанцы, а вообще абсолютно далекие. Вот китайцы, они заселяют сейчас действительно Россию. Как будут вести себя наши дети, вырастая на примерах родителей? Как они будут вести себя, видя, как мать истребляет отца, наживается на его смерти? Деградация семьи как ячейки общества достигла предела. Молодые парни не хотят жениться, потому что теряют веру в любовь и верность. Старые люди мрут, как мухи с голоду. Владимир Владимирович, а знаете ли вы, что даже ваша туалетная бумага стоит дороже пенсий многих россиян? Здесь она намекает, что Владимир Путин живет в роскоши, в богатстве, в то время как многие россияне живут в бедности. В Башкирии пожилые россияне живут в состоянии ниже прожиточного уровня. У многих людей пенсия ниже низшего – 13, 14, 15 тысяч рублей. Старые люди вымирают, оставшись без лекарств, истощаются от отсутствия еды. Об обществе судят по отношению к детям, женщинам и старикам. Что происходит с нашим обществом? С вами. Кто поможет нам сегодня выжить, остаться морально целыми? Как мне сегодня успокоить мать детей, оставшуюся без кормильца? Как помочь старикам, о которых некому позаботиться? Вам должно быть известно, что башкиры – народ, который в первых рядах кинулся защищать родину. И что сегодня народ практически остался без мужчин. От кого теперь рожать башкирским женщинам? Уничтожен практически весь башкирский народ. Нация погибла. Вот здесь тоже она затронула такие струнки, когда я об этом тоже неоднократно говорил, что нам, башкирам, вот эта пропаганда российская десятилетиями внушала, что мы, башкиры, народ воин, который обязаны защищать всегда вот Россию, матушку, что мы участвовали во всех войнах, бесстрашно отправлялись на войну, вставали грудью на защиту этой страны. Понимаете, вот так нам внушали. Вот мы, раз народ воин, мы должны воевать во всех войнах этой страны. Неважно, какая она, захватническая или оборонительная. Без разницы, мы должны воевать. Именно здесь слово «должны». Поэтому вот эта пропаганда, которая нам внушают, это очень страшно для нашего народа. Нам нельзя, чтобы вот башкиры так думали, что мы народ воин, который обязаны защищать эту страну ценой своей жизни, ценой полностью своего народа. Мы ничем не отличаемся от других народов. Такой же мы народ абсолютно. Не воинственнее, не там трусливее. Нет, такой же народ, как и все остальные. Но из нас делают вот такой народ, что мы обязаны ехать. И я помню, когда началась война, люди сами ехали на эту войну, подписывали контракты. Помню, когда шла мобилизация, люди с гармошками там на курае, играя, танцуя, ехали на эту войну. Сами шли в военкомат, подписывали. Хотя ничего бы не было, люди поумнее, у которых есть чувство самосохранения, не шли ни в какие военкоматы, не брали никакие повестки. Просто уезжали на время кто куда, кто в Казахстан, кто в Турцию, а кто просто в соседние регионы. И все, переждали мобилизацию, вернулись, живут нормально, со своими семьями, воспитывают детей. А те, кто поехал, клюнув на эту пропаганду, что мы башкиры воины, потомки Салавата отступать не умеют, Шаймуратов генерал, мы шаймуратовцы и так далее. Шаймуратов как закончил? Как он погиб? Тупо, абсолютно тупо погиб. Его отправили приказом на лошадях против танков, с саблями против танков. Вот так они все погибли, практически вся тогда на тот момент башкирской кавалерийской дивизии погибла. Это что? Это что, героизм что ли? Это не героизм, это тупость. Нас так вот уничтожают. И сейчас башкир отправляют на передовую в первых рядах умирать. За кого? За Путина? Он сидит там, прячась в бункере со своей Алиной Кабаевой. А башкиры умирают. Поэтому башкиры должны переосмыслить эту войну. Есть войны, когда ты защищаешь свою землю, свою родину, башкирскую землю. Тогда да, надо вставать на защиту и сражаться. Ценой жизни отстаивать свою землю, свою семью. А здесь кого мы отстаиваем? Мы захватываем чужие территории, но это же очевидно.
Мы выбирали вас, продолжаю письмо, мы выбирали вас, надеясь на защиту от войны. Что же происходит сейчас? Цены в магазинах выросли настолько, что люди, даже работающие, не могут обеспечить своих детей полным питанием. Повышение платы за ЖКХ сделали должниками полстраны. Люди не могут оплатить долги. Судьи быстро принимают решения об их наказаниях, и приставы арестовывают их счета. Старики остаются без пенсии. Малоимущие семьи даже не могут снять зарплату со своих счетов, потому что им не хватает на счету денег, чтобы погасить задолженность за 1 месяц. Они голодают. Вы уверяли, что мы начали войну, чтобы она не пришла на нашу территорию. Люди вам верили и гордились стратегией вами командования. По факту же, теперь у нас подвалы ЖЭУ готовят под убежище. Дроны сносят верхушки высотных домов. Заводы на Урале взрывают. Война пришла в Башкирию. Что ждать дальше? Народ напряжен и рассержен. Многим уже терять нечего. И действительно, вспомним, что в 2022 году сколько было парадов, сколько было автопробегов. Люди клеили себе на машину зетки вот эти вот, на футболках носили зетки, с гордостью ходили. Вот нам, своих не бросаем, мы там всех завоюем, ура, Путин наш там великий полководец и так далее. Что изменилось? 5 лет прошло, изменилось все абсолютно. Люди думали, что находясь здесь, поддерживая эту войну, война будет где-то там, далеко за 1000 километров. На самом деле, вот она, пришла уже сейчас к вам, в дом. Как она пишет здесь, эта женщина, уже в подвалах ЖЭУ, ваших домов оборудуют бомбоубежище. Дроны летят практически каждый день. Практически каждый день то беспилотная опасность, то ракетная опасность. Взрывают не только уже заводы, взрывают уже квартиры многоэтажек. Думали ли об этом жители Башкортостана, когда 5 лет назад поддерживали эту войну? Нет, абсолютно. Они думали, что там сейчас все быстро закончит Путин. И ура, победим, вернем там Донбасс и так далее. Всю Украину захватим. На самом деле война, вот она уже, здесь и сейчас. И люди просто уже во многом прозрели, как эта женщина. Прозрели и поняли, что куда-то их там великий полководец, в кавычках великий, завел не туда. И еще хорошо, что вот пока у нас не произошло то, что произошло в Туапсе или в Перми. Кто смотрит телевидение, знает, что в Туапсе там 4 раза ракетами накрывали их НПЗ, в Туапсе который, и там просто весь город был в дыму. Маслянистый дождь шел. Реки бензина, горящего бензина текли по городу. То же самое в Перми, там весь город заволокло этим черным дымом. Но в Туапсе и в Перми их НПЗ во много раз меньше, чем в Башкортостане. Если ударить по Уфимскому НПЗ или по Салават-нефтеоргсинтезу, это будет катастрофа. Экологическая катастрофа, которая просто огромные территории сделает безжизненными. Людям придется оттуда уезжать, их придется эвакуировать. Будет загрязнена земля, будет загрязнен воздух. Будут загрязнены реки, потому что и Салават, и Уфа находятся на главной водной артерии нашей Башкортостана, Агиделе реки. Сколько людей погибнет, сколько людей останется без работы, потому что эти заводы будут разрушены. Поэтому, когда вы думаете, что вот где-то война там, нет, война здесь, уже здесь и сейчас. Народ напряжен и рассержен, многим уже терять нечего. Оставшиеся башкиры, народ в душе сильный и свободный, их нельзя злить. Я прошу вас защитить Башкортостан и всех людей, которые сегодня умрут и гибнут и на полях битв, и глубоко в тылу. Почему она говорит, что башкиры народ в душе сильный и свободный? Потому что буквально их нельзя злить. Почему она так говорит? Потому что буквально за последние 10 лет башкиры несколько раз поднимались то в защиту башкирского языка, то в защиту своей природы, Шихан Куштау, помним, да, то в защиту своих лидеров на баймакских событиях. Она знает, что башкиры могут легко подняться. Если довести весь народ до такой степени, когда ему уже деваться некуда, поднимется, весь поднимется. Народ вымирает. Разве это не геноцид?
Погибают и украинцы. Простые люди, старики, дети убивают друг друга, глубоко страдают и оплакивают своих близких. Представьте, как бы вы чувствовали себя на своем месте, если бы ваших родных перебила бы ваша же власть. Вы ничего не делаете, чтобы остановить это безумие. Мы, славяне, убиваем людей, с которыми жили бок о бок. Их родные живут с нами рядом. Что чувствуют они? О чем молчат? А не думаете ли вы, что среди местного населения России много украинцев? Их терпение не безгранично. Назревает гнев среди людей, появляется ненависть и желание кровной мести. Нам не нужны революции и восстания. Их нельзя допустить. Когда она говорит о революциях и восстаниях, конечно, я понимаю, что люди боятся перемен, боятся хаоса. Но именно бездарное правление Путина ведет к тому, что, скорее всего, будет эта революция и будут эти восстания. Я об этом писал еще в самом начале войны. Я говорю, что эта война приведет к тому, что война придет в дом каждого. Она придет на нашу территорию. И все это приведет к большой гражданской войне. Это будет, понимаете, это скорее всего произойдет, потому что нет практически никаких уже опций не осталось, чтобы закончить все это мирно, цивилизованно. У власти находится безумец. Безумец, который совершенно не хочет останавливать эту войну. Был у него шанс, когда он там встречался с Трампом на Аляске, был шанс нормально закончить эту войну. Ему предлагали, да, санкции обещали все снять. Согласись, все, территория там, да, какая-то останется у него. На этом бы все бы закончилось. Нет, он же не захотел. Это как-то в сказке, да, о рыбаке и рыбке. Захотел быть владычицей морскую. Всего захотел. Ну и все. И все это привело к тому, что сейчас экономика трещит по швам. Народ уже чуть ли не восстает. На войне огромные потери. Нет никакого продвижения. Элиты бунтуют. Санкции работают. Все это приведет к тому, что, скорее всего, будут революции и восстания. Ну, либо его убьют, Путина, своя же элита свергнет, но все равно начнется передел власти, либо поднимется весь народ. Дальше. Думали ли вы, что станет с Россией через 50 лет? Ни славян, ни других национальностей в России не останется. Кстати, славяне здесь пишется с большой буквы, она пишет. Наши города заполонили иностранцы, азиаты, китайцы. Они будут растить свое потомство в России. Наши девушки укрепят и усилят своими генами не свои, а чужие нации. Сделают представителей других стран сильнее и могущественнее. Вы уничтожаете генофонд России. Отдаете силу души российского народа, которую прославляли в веках другим народам. Это хуже, чем потерять золото, земли, нефть и флот. Все можно купить, кроме души нации. Это ли не предательство страны? Это ли не запрет на ее дальнейшее развитие? Что происходит? Чей это проект? Кто его притворяет? Чье это предательство? Так больше не может продолжаться. Если вы не можете нас защитить, отдайте немедленно власть и возможность другим лидерам страны встать на защиту нашего народа. Наконец-то она здесь из жалоб и претензий перешла к конкретным действиям. Она здесь заявила, что Путин должен отдать власть в стране другим людям, которые смогут остановить все это. И это не первый человек, который уже официально заявляет громко, публично о том, чтобы Путин ушел из власти. Таких уже людей много. Мы слышали, и депутаты разных уровней об этом заявляли, и различные пропагандисты об этом говорят. Недавно Боня, да, вот, претензии предъявляла, но там, конечно, все это было более мягко и так далее, что там Путин вас боятся, как бы, да, но общая цель всех этих посланий говорит о том, что народ устал и народ хочет смены власти. Народ хочет, чтобы Путина не стало, чтобы Путина больше не было. И эта женщина здесь, это психолог, тоже этого просит и желает. Нужны реформы. Для чего в нашей стране создано так много учебных заведений, готовящих дипломатов? Почему в 21 веке мы воюем как дикари, вместо того, чтобы договориться и мирно решать назревшиеся вопросы? Дальше я вам прочитаю то, что она писала в 2022 году, когда началась война. И вспомните вот эти слова. Почему в 21 веке мы воюем как дикари, вместо того, чтобы договариваться и миром решать назревшие вопросы? Вы, Владимир Владимирович, как-то в интервью признались, что вам скучно жить без движухи. Может, начнем не ломать, а строить?
Если бы мы все деньги, что потрачены на войну, вложили в экономику страны, к нам бы не только Украина, весь мир захотел бы присоединиться. Реально хотели бы с нами дружить. Это действительно так. По подсчетам экономистов, в день Россия тратит на войну от 600 до миллиарда долларов в день. Представляете, это какие гигантские суммы. Там один выстрел из града там сотни тысяч долларов стоит. Один запуск ракеты там десятки тысяч долларов стоит. А такие ракеты ежедневно летят десятками, сотнями. Дроны летят десятками, сотнями. Людей сколько воюет. Каждому надо платить. Обмундирование, еда, там, оружие, боеприпасы, горючее и так далее, и так далее. То есть это огромные деньги. Это огромные деньги уходят на эту войну. Если бы эти деньги шли бы в экономику, мне кажется, вот просто хотя бы вот все эти деньги раздать всем жителям страны, каждому смог бы купить себе квартиру, несомненно. Но Путин выбрал другое. Владимир Владимирович, нам не нужны новые трупы. Чтобы рожать детей и работать во славу государства, нам нужен мир и мирное небо над головой. Каждый день беспилотная опасность, нет интернета на Урале, в 1000 километрах от войны. Разве это вы нам обещали? Разве это вы нам обещали? Но, еще раз говорю, люди думали, что война где-то там далеко, она вот пришла. Реальность совершенно другая. Вы как-то шутили в эфире, произнося фразу «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Кого вы называете красавицей? Нашу страну? Почему мы, ее народ, должны терпеть, как униженная, бесправная, изнасилованная женщина? Мы ждем решений во славу мира. Пора реально доказать вам, что слова, сказанные вами в начале СВО, своих не бросаем, не пустые слова, оправдывающие преступления, а реальные дела. Мы ждем возрождения, жизни во имя жизни. Надеюсь, каким-то чудом мое послание дойдет до вас. А те люди, которые сегодня служат вам, не кинутся заткнуть мне рот, как миллионам тех, кто уже обращался к вам. Нас много, всех не пересажаете. Есть Бог, который сегодня наблюдает за всеми бесчинствами, которые творят не люди России. И последнее слово будет за ним. Здесь она уже говорит открыто, что идут репрессии, что всем затыкают рот, что всех вы нас не пересажаете, что, скорее всего, мне попытаются заткнуть рот и прийти ваши люди. Ну и действительно так и произошло. Впоследствии, как выяснили журналисты, к этой женщине пришли спецслужбы, ее запугали. Ей грозили, что, угрожали там детям ее, что, скорее всего, наверное, что заберут детей, лишат ее родительских прав. Она удалила это послание, но потом, видать, наверное, как-то переборола свой страх, переосмыслила, вновь выложила это обращение у себя на странице в социальной сети. Поэтому вот так заканчивается это послание этой женщины. И что я могу сказать? Могу сказать, что люди начинают переосмысливать на 5-й год войны. Давайте сейчас я прочитаю вам то, что она писала в начале 2022 года, когда началась война. Она еще, я же говорю, она еще астролог, себя считает астрологом. Вот что она писала на своей странице. Военные действия на территории Украины были предопределены. Опасность нападения на Россию достигла предела. У России не осталось выхода. Если бы Сталин поступил так же, как Путин, Вторая мировая война была бы менее трагичной для нашего народа. Хорошо, что наш президент умеет делать выводы и учится на ошибках своих предшественников. 25 октября 2022 года и особенно 2 ноября, то есть это уже практически год, как идет война, в период полного лунного затмения, с этого момента перевес сил реально перейдет на сторону российских войск. И путь нового мира будет предопределен. Следовательно, октябрь-ноябрь будут очень тяжелыми для российских войск. Но в конце декабря, января официально завершится эта спецоперация. Напомню, это 2022 год она написала. Конец 2022 года. Хотя партизанская война, опасности терактов и негатива со стороны противников нашей страны еще продлятся 2-3 года. Однозначно победа будет за Россией. Все санкции мира постепенно прекратятся, и наша страна станет самым сильным государством, с которым будут считаться не только США, но и весь мир. Придет время, когда история оценит спецоперацию России на Украине как единственное необходимое и правильное решение. Вот такие слова писал человек, который в начале войны, которая верила Путину. Ну, что я могу сказать? Это рашистка,
это путинистка, это человек, который хотел этой войны, которая гордилась Путиным, которая гордилась его вот этими военными действиями, наверное, против Грузии, наверное, гордилась она, против, когда на Крым напали, гордилась, скорее всего, на Донбасс, когда напали, она гордилась, уверен, вот и она раз вот так пишет, это значит, она поддерживала во всем Путина. Что случилось? А случилось то, что на 5-й год войны, война, которую обещали закончить в течение 2-3 дней, ну или там в течение месяца, пришла к ней в дом. И она уже понимает, что что-то не то, совершенно не то, что ей обещали. И она не хочет такой войны. И она уже не хочет такого президента, как Путин. Такого главнокомандующего уже не хочет. Она хочет мира, потому что она устала. И таких людей она не одна, и их не 10, не сотни. Их десятки тысяч, сотни тысяч и даже миллионы. Миллионы людей разочаровались в политике Путина. Потому что экономика трещит по швам. Цены растут на глазах. Цены на ЖКХ растут. Люди гибнут сотнями тысяч. В гробы просто возвращаются и возвращаются домой. Санкции. Весь мир ненавидит русских. Это хотели ли они в начале войны? Уверен, что нет. Сейчас они все разочарованы, и сейчас они, конечно же, хотят мира, остановить все это безумие. Но я хочу сказать, что нет, уже поздно. Надо было останавливать намного еще раньше. Сейчас уже поздно. Сейчас даже мобилизация, которая, скорее всего, будет, она даже не поможет. Все закончится крахом всей страны. Эта страна прекратит свое существование, потому что она не может, страна, империя вот такая вот, не может существовать на постоянных войнах и захватах. Рано или поздно она должна была разрушиться, как разрушились до нее многие другие империи. И Россия доживает свои последние годы, может быть, десятилетия. Но все, Россия прекратит свое существование, и на ее обломках появятся десятки новых независимых государств. И народ это примет, никуда не денется. Да, со страхом, да, с осторожностью, но примет, потому что других вариантов, альтернатив нету. Да, скорее всего, возможно, будет война гражданская, революция, бунты. Но уже это не исправить и не изменить. Ничего уже не поделаешь. Чем дольше вы будете, вы должны понять, на 5-й год войны вы должны понять все-таки наконец, что чем дольше вы поддерживаете эту войну, чем больше вы поддерживаете эту войну, чем больше вы отправляете денег на эту войну, вяжете маск-сети, там, заливаете окопные свечи, отправляете гуманитарную помощь, подписываете до сих пор свои контракты, работаете на каких-то заводах, собираете дроны, тем дольше эта война идет, тем больше людей погибнет на этой войне, ваших родных и близких погибнет на этой войне, тем больше. Вы должны это понимать. Надо прекращать по максимуму, просто прекращать поддерживать эту войну. Не собирать никакие гуманитарные помощи, не поддерживать эту войну, не собирать дроны, не ехать на эту войну, не отправлять гумконвои никакие. Ничего не надо делать. Абсолютно надо сторониться этой войны. Потому что Путин, думая, что Россия вся его поддерживает, когда вот отправляется гуманитарная помощь, когда там автопробеги различные идут, он думает, что вся Россия его поддерживает. Ему же отправляют самые благостные картинки из глубинки России. Посмотрите, вон Пенза автопробег провела и кричит, что Путин наш президент. А вон Уфа, а вон Казань, а вон Астрахань, Владивосток, Хабаровск. И он думает, что вся Россия так, действительно. Чем быстрее вы будете прекращать поддерживать эту войну, тем быстрее она закончится. Да, с осложнениями, с сотрясениями, но лучше быстрее это пережить. Как говорится, лучше быстрый ужас, чем ужас без конца. Так что, друзья мои, вот это письмо, которое я вам зачитал, я говорю, это крик души женщины, которая на 5-й год осознала, что что-то идет не то. Переосмыслила все, что она вокруг нее творится. Переосмыслила всю эту политику России и приняла решение написать громко об этом. Надеюсь, что и вы все переосмыслите. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Распространяйте это видео. На этом все. Хау болгар. Хурметли милләттәшләр. Осы